Уважаемые братья, в прошлом уроке мы рассказали про уединение. История о случившем в пещере можно прочитать за 10 минут. Но она для нас глаза открывает за 10 минут, мы понимаем, что случилось. А сердце открывать надо уже глубоко думать. Неужели Аллаху Та'ала, то, что все было, то, что просто мимо проходит? Там есть много чего глубокой мысли. Есть важный момент в жизни мусульманина. Особенно, кто призывает людей к исламу. У кого есть намерение получить больше награду, наставлять людей. Что это? Тарбияту махаббатиллахи азза ва джалля фил кальб. В сердце, чтобы у тебя была любовь к Аллаху, воспитывать себя, чтобы у тебя в сердце была любовь к Аллаху. Есть разница такая большая. Аллах любит тебя, и ты любишь Аллаха. Когда Аллах тебя любит, и ты не любишь Аллаха, это здесь уже проблема. Человек 60 лет он молится, он держит, но у него любовь нет. Какая важная роль играет любовь? Магнит. Одинаковые стороны, они друг друга прилипаются, а друг отталкиваются одинаковые стороны. Обе одинаково должны, чтобы любовь появилась. Аллах, чтобы тебя полюбил, и ты Аллаха полюбил. Вот что заставило пророков и сподвижников, праведных людей пожертвовать ради Аллаха все имущество, душа, деньги. Эта любовь, она просто так же не появляется. А то, что человек разумом знает, что Аллах един, это не хватает, чтобы действовать делать. Есть люди много верят в Аллаха, верят в ада, в рай, но нет, что их толкает. Это любовь. Например, у тебя есть сын, родился сын, 20 лет. Как он родился, ты не видел. Жена беременная ушла. Ты знаешь, что он твой сын, но любовь нет. А сын, который перед тобой рос, ты его любишь. Это разница. Чтобы знать, что хочу сказать, не хватает. Так же шайтан, иблис, он больше всех нас, он знал, что Аллах един, что Аллах есть ад, рай. Он же, когда клятву дал Аллаху, шайтан, говорит, «Иззатика ва джалалик, о Аллах, я клянусь, говорит шайтан, твоим возвеличением, твоим высотой, возвещенностью, да, Аллаху. Обращается шайтан Аллах и говорит, я буду заблудить людей, говорит, которые ты их почтил, говорит, сыновей Адама. Видишь, значит, он знает. Фараон, он тоже кричал, я ваш самый большой Бог. Он тоже признавал, что есть Бог, но он говорил, что он самый большой. Это не хватает. Что мы должны? Что мы знаем? Чтобы Аллах нас полюбил, мы знаем, надо намаз делать, роза держать, чтобы Аллах был доволен, закат отдавать, садакат. Чтобы мы полюбили Аллаха, что надо? Этот момент, это мы что хотим сказать. В первую очередь, касрату тафкир фи алаихи ва ни'амихи. Много размышлять в даре Аллаха, ни'мати, который Он даровал тебе. Недавно я слышал, одна женщина взяла своего ребенка на УЗИ. И когда первый раз, новорожденная, как через УЗИ посмотрели, как сердце работает, эта женщина заплакала. Кто? Она внутри росла, это ребенок. Сердце кто поставил? Руки кто поставил? Это же большой ням. На это надо сердце открывать. Это нямат Аллаха. Ваттаамуль фи мада джалалихи ва азамати. Настолько Аллах великий Аллах, это надо размышлять, что Он больше всего, важнее всего, чтобы полюбить Аллаха. Потом второй. Суммаль иксару мин зикри.
много вот это, зикр тоже надо. Когда мы говорим размышлять, это не отдельно. Вот размышлять надо отдельное время, надо вспоминать Аллаха, зикр делать. Языком и сердцем. Ла иляха илля. Когда мы говорим сердце, вот это уже тоже важно. Когда человек говорит языком, разум где-то в другом месте. Иногда разум, что-то он говорит, но не от сердца говорит. Вот поэтому сердце, когда за кого-то болит, это сердце болит. Разум же не болит, сердце болит. Чтобы у тебя сердце болело, сердце любил Аллаха. Для всего этого, поэтому важный момент, вот мы же говорим о пещере. Для этой подготовки нужно уединение по мере необходимости. Человек, когда любит, у него такое решение бывает. Все, что перед ним большой, он его считает маленьким. Вот, когда вот, например, этот пример здесь нет, он здесь просто коротко говорит, то, что все большой, он видит маленьким. Например, у тебя ребенок горит в доме, да? Пожар — это большая вещь. Вот эта любовь, почему сосед там другой не хочет, а ты не смотришь, он рискует, а ты заходишь, вот, чтобы спасти сына. Вот это от любви, это разум знает, надо помогать, но не идут же, не все же идут. Потом, وَيَحْتَقِرُ كُلَّ مُغْرِيَةٍ مِنَ الْمُغْرِيَةِ. И когда любовь появляется в человеке, он все, что вот обманчиво в этой жизни, он это считает ничто. Вот. Деньги. Человек любит деньги. Он жалко ему давать деньги, раздавать. Но когда приходит очередь до его самого себя или сына, или близкого, кого он любит, он все деньги отдаст, что эти деньги для него уже ничто. Главное, чтобы сын спас. Третье. Что от любви появляется? وَيَسْتَهِينُ بِكُلِّ إِذَاءٍ. И какое бы мучение ни было, когда любовь появляется, это мучение тоже для него легким становится. И азаб. Это к чему? Вот сахаба были, у них вот эта любовь, как бы их не мучали, что бы ни стоило, чтобы спасти свою религию, они все давали. Мы, к примеру, к сыну говорим, потому что у нас такой иман слабый. Мы не можем, к примеру, привести даже их. Мы за кого мы болеем, это я, пример, я здесь привел. Они вот все давали, лишь бы спасти свою религию. Однажды маленькую историю расскажу здесь. Сухайб был такой сподвижник. Он взрослый человек был. Когда он с Мекки переселился в Медину, за ним охотились кафиры. Хотели хватить его, он остановился и сказал: «О мой народ, говорит, что вам надо от меня? Я старик. Какой толк вам от того, что я буду здесь среди вас? Какой толк от того, что я туда пойду, чем я могу пророка поддерживать в Медине, и чтобы он... Я уже старик, говорит. Но если все-таки вы хотите меня вот ловить, Аллахи, он клялся, вот, я клянусь, говорит, вы видите вот меня вот лучше здесь. И вы знаете, говорит, я самый лучший, который стреляет, говорит, старик. Никто из вас не успеет приблизиться ко мне, пока я это все у меня не закончу. Говорит. Быстро раз всех, говорит, перестреляю, говорит. И потом, говорит, не буду сдаваться, говорит. Вот меч, видите, говорит, меч, они же издалека. Буду сражаться, пока не ломается, или же вы меня не будете ломать, говорит, до смерти. И потом вот момент, где я хочу. Он говорит, у меня есть другой вариант тоже вам, говорит. Вы знаете, что я богатый человек в Мекке. Я вам покажу, вот, скажу, где находится мое богатство. И вы возьмете это мое богатство, все оставлю для вас, и я пойду спокойно, медленно. Они согласились. За деньги они согласились. Что старик? Он указал и пришел медленно. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, увидел его, сразу же сказал: «Рабихаль байру Аба Сухайб». Рабихаль байру Аба Сухайб. Дважды. Какая у тебя выгодная торговля, Абу Сухайб. Ну что, он все отдал, чтобы спасти себя. И с небес аят был ниспослан за него. «Ваминан наси». Среди людей есть, кто себя вот, ради себя дает, себя покупает здесь, чтобы был Аллах доволен над ними.
Видите, это ему это не трудно было, даже не жалко ему это все. Вот это, что подготовил Аллаху Та'ала, и каждый должен у него это чтобы было. Каждому человеку это необходимо, и мусульманину, и особенно, кто призывает Аллаха. Вот здесь разница. Какая разница? Тот человек принял ислам и делает намаз, а тоже дедушки делали, родственники делают, селение делает, и это тоже делает. Разница этим человеком и разница этим, который от души делает. Из-за любви, или же из-за страха, или же из-за надежды. Например, тот человек, который работает, здесь возьмем, ради зарплаты и не любит свою работу. Он будет то, что ему самое обязательное сделать, и остальное он больше не будет там. Вот как шофер в КамАЗе бывает. Он едет туда и приезжает. Чистит КамАЗ, там это уже не делает. Он не любит эту технику, чтобы деньги ему платили. А тот, который человек из-за любви, из-за страха. Например, пример здесь нет, но пример приведем. Например, когда ты знаешь цену, которую тебе платят, да, за эту работу, тогда уже другое дело. Когда боится человек, от чего-то боится. Фальхауфу, страх саутун саика. Это как палка, то есть человека заставляет, вот как тюремщик. Они работают. От чего боятся, что их еще хуже накажет. Вот там есть на дороге гаишники, он знает, что там гаишник есть, он... А как, если там знает, что сзади джаханнам есть? Варраджа и надежда, она острые вещи. Она то есть сильно заставляет человека работать. Одно время в фильме показывали, один человек в течение 20 лет, он в тюрьме, какая-то картина была, там с ножом каждый раз оттуда пиль берет и вот в кармане штаны ставит и уходит, бросает. В течение, у него вот эта надежда, чтобы спасти. Через 20 лет он себе оттуда дырку сделал и вышел. Там через это. Вот эта надежда. Сахабы, у них тоже была такая надежда, довольство Аллаха. Она острая всего была. Фалхаиф я'малу ма вуджудил машакка. Кто боится, он хоть бы как бы трудно не было, он работает. Гайра анналь хауф, когда ты знаешь, есть хуже, чем эта работа, это уже заставляет тебя еще терпеть. Человек, например, дали ему какую-то задачу трудную, он работает. И если ему говорят, если ты эту работу не сделаешь, тебе хуже там работать. Он уже жаловаться тоже не будет. Он этим работу, он будет доволен. Как бы трудно не было. Вот дунья, то, что здесь как бы трудно не было, когда мы говорим, ахират еще труднее, мы должны здесь довольны быть, сабр делать и не жаловаться. Варраджи я'малу ма'a вуджудил машака. Вот кто надеется тоже, вот, дом строит человек. Трудно, нелегко же дом строить. Он надеется, сегодня трудно, он полностью, чтобы у него отдых было спокойно, он надеется тоже, старается, эта трудность, он не видит эту трудность. Потому что мы знаем, мы здесь все квартиранты. У нас настоящий дом должно быть вдвоем. Вот эта любовь, она хоть сколько бы далеко не было, это приближает, сколько бы трудно не было, она облегчает. И после этого тоже все, что он пожертвовал ради Всевышнего, и он это считает малым. Вот здесь последний момент. Но когда мы говорим уединение, это не должно переходить границы. Уединение, она как лекарство, которое надо потребовать по мере, по своей мере. И когда чрезмерно делаешь, она тоже уже бывает как монах, который в христианстве. Такой у нас отказали от женитьбы, от всего. Это у нас в исламе нет. Пророк, алейхиссалам, был в пещере по мере необходимости. И он после пророчества тоже, у него было уединение. Моментами у него человек, это должно быть обязательно. И здесь завершим. Следующий этап у нас будет, иншаллах, будет уль-вахи. Мы рассказали, как же началось внушение от Аллаха.
والحمد لله رب العالمين.